Как мы видим, за бортом 0 градусов. Ровно На улице. Ну, вы голос уже услышали. Я хотел сделать им неожиданность. Смотрите, кто у нас в машине. Давненько мы его уже не видели. Мне все спрашивают, где Иван Григорьевич, где Иван Григорьевич. Вот Иван Григорьевич. дела были, дела. Да. И сегодня у нас, на ночь глядя, ночное путешествие. Едем к месту рыбалки. Не знаем, как там речка, как там река. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Что вот у нас барахла сколько. Сейчас мы все выгружаемся. Сзади наш ураган в прицепе. Выгружаемся, загружаемся и едем, чтобы к утру быть уже на месте. Да? Да. Посмотрим. Так что впереди у нас... Мы раньше должны быть. Да, впереди у нас весна, впереди у нас рыбалка. Наконец-то мы дождались весну. И все впереди. Не знаю, как долго это продлится. С такими темпами неделя тепла, уже пол снега уже растаяло. Но будем надеяться на лучшее. Пошли выгружаться. Ну, еще заморозки будут. Дай бог. Ну что, Иван Григорьевич, давай устраивайся поудобней. Погрузка произошла. Да, загрузились. У нас опять больше 200 килограмм, плюс Иван сотня, я сотня. 400 килограмм, почти полтонны опять загрузились. Я не знаю даже, каким образом мне тут Сесть. да, приземлиться. Оу! О, вот так вот. О, Нормально. Спину не болит, не больно, ничего? нет. Нормально? Все пойдет. Так, Тоже ж, блин, не 100 километров. здесь 2 ведра, все. Палаточку взяли опять. Раскладушечки, рюкзачки, все у нас взяли. Печечка у нас тут. Все шикарно. Маленькие корыца забитые. Чехол обязательно. Рюкзак с аппаратурой. Ну, все как всегда. Под завязку. Было бы третье корыто, еще и третье бы набили, да, Вань? Я и говорю, сколько корыт, столько и это. Так, что у нас по времени? Во сколько мы собрались? Скоро светать начнет уже, наверное. О, рано еще. 20-25 всего. Конечно. 25 минут 9. Я надеюсь, 10 там уже будем. Да. Возможно. Все, погнали. Поехали. Бензинчик Энзе лишь бы не протерло. Свет включаем. Все. Впереди у нас 2 или 3 дня. Там видно будет, да? Погнали. С Богом. Трактор, бульдозер. Маму посвила рано. Ну вот, с Божьей помощью доехали. Валится. По целяку даже в некоторых местах лучше идет, чем по буранке. Ну да. Буранка проваливается. Доехали до избы. Ну здравствуй, избушечка. Скоро здесь мы будем кушать. Отдохнем немножко. Я даже не помню, как оставлял. Был кто-то, не был. Вроде был кто-то. Кто-то вроде был одну ночь. Дров меньше стало. Одну ночь, если только переночевали. Ладно, расположимся, потом сделаем включение короткое. Лохматый, блин, скажет. Лохматый, скажет, облохмател. Ну да, парикмахеру говорит. Так, Так, ну ну что, что ж, я не знаю, с чего начинать. беленькую, красненькую, чего? Я не знаю, с чего начинать. Давай с беленькой начнем. Ну, давай. Она мягкая. Сколько ты, Григорьевич, здесь не был? Месяц. Прошлого года? Какой месяц? А, ну да, Ты в декабре последний раз здесь был. да. Тебе уже наши друзья все прогулы поставили. Где Иван Григорьевич? Я говорю, Дела, блин. почему он резко так рыбалку бросил? Гастроли, блядь. Я говорю, рыбалку Григорьевич не бросил, говорю, ездил далеко, на 200 километров на рыбалку, наловил рыбы много.
Ой, Игорем. там мне понравилось, блин, там, как это Харис клюет. Ой, Он? я говорю, с Игорем. А, Они такие, нам сразу этот Игорь не понравился. С панталыги Григорьевича сбивает. Харис не клюет так, чтобы тык-тык-тык. Я махал, остановил. За руку, блин. Вот такой Харис, блин. Ну, Под грамм килограмм, 800. да? Под килограмм все. Я 5 штук с одной лунки. Опять машу. Там Миша, смотрю, уже заерал. Что, блин? 2 штуки поймал, он все равно. Игорь одного. Я тут 5 штук. Потом говорю, вон, Игорь, говорю, вон между Мишей где и ты, вон там лунку надо сделать. Что-то Игорь пошел, я к берегу сделал. Ну ладно, а я пошел там сделал. Сделал, надо мормышку перевязать было. Уже дергали, то дергали. Я, блин, только почистил лунку, только кить, блин, как шарахнул, я даже не успел ни туда, ни сюда. Все, мормышки нет. Леска лопнула. Да, на завязке. Вот там даже такая, ну, как бы пружинка. Вот возле самой завязки он перетерлась. Надо было, вытащил этих 5 штук, перевяжи. Вот так что, как вы видите, Иван Григорьевич жив, здоров, и рыба у него Да, и полный всем морозильник. привет. Немного, кто не видел, кто видел на концерте, они увидели тебя. Мы, говорит, сразу Григорьевича не узнали. Усы отпустил. Такой, говорит, хоть на концертную сцену, говорит, его. Ну, я посмотрел, как Гига, такие же усы, прическу я говорю, Вали, стричься не буду, усы запущу, как Гига. И все. А кто такой Гига? А он украинский, там, народный артист Украины. Он поет эту песню. Очень много приветов в твой адрес было. Если ты читаешь комментарии, YouTube-то смотришь? А я смотрю, ну, что ты там комментарии. Комментарии не читаешь? Ну вот. Ну не так, чит- изредка там. Очень много приветов, наверное, 500 как минимум. Больше, 800, наверное, 1000, наверное, Ну, приветов. спасибо. Всех перечислять не могу, не буду. Ну, в общем, народ тебя потерял. Народ очень рад тебя видеть. Так что давай, Иван Григорьевич, Мы за здесь. встречу. здесь. Наконец-то мы опять вместе. За открытие рыбалки весенней. За открытие, закрытие. Да, открытие-закрытие. Дай Бог всем здоровья. Остальное, Все будет. да, и рыба будет. Ну, конечно, заповедные места там, ой, классные. Планы были немного в другое место сначала съездить, но у нас тепло уже неделю, плюсовая температура, Да. снег тает, дороги рухнули. И мы решили не убивать машину, во-первых. Во-вторых, у меня план был завтра, еще не до конца все смонтированное. Григорий говорит, ну что, Геннадий, едешь, не едешь? Едем. Все, собрались, червей накопали. 2 часа, правда, червей копал на теплотрассе. Потому что те черви, которые я на навозе накопал, все умерли у меня. Почему-то не выдержали в холодильнике. Ну Они ничего, любят парник, все. навозный. Теперь завтра у нас день полный, как говорится, работы, а потом будем просто ловить рыбу. Да, надо расставиться. Будем. Ну, дай Бог. Да, хорошо. Усы надо мочить, чтобы не сидели. Валя говорит. Моя Валя сегодня захотелось, говорит, рагу с курицей. Я говорю, в чем же вопрос? А я когда ездил, привез целую упаковку продукции зеленецкой. Мгм. Там и курицы, и Ну, ты туда в магазин заезжал. на выходе, на базу, зеленецкую базу заезжал. Мгм. И набрал всего. Ящик такой здоровый получился у меня. Вот, кстати, трубочки от Валентины Васильевны. Мгм. Все на месте, все по традиции, значит рыба должна быть. В общем, мы уже поняли такую вещь. Если есть трубочки, значит рыба Рыба будет. клюет. Да. А если трубочку опустить еще в лунку, Мне все говорят, ты, говорит, лунку не забывай наливать. ну, Стопочку надо. Иначе клёва не видать. а еще проще ерша поймать, да,
Напоить? Макнуть в стакан и кинуть туда, мол, пусть расскажешь, там наливают, отпускают. Ну, карась, наливают, отпускают. Да. Капуста свежая. С грядки. Угу. У Шейки купил. Твоя капуста еще здесь на полке есть. Где? Оставлял на полке, говорит, капуста ничего и не будет. Да, уже все, наверное. Оставлял Иван Григорьевич ловушку для мышей. Хлопушку. Попалась мышь, и мыши ее съели. Да. Никого нету. Кого кушать? А, кстати, вот, ну, сейчас здесь, я вот один был здесь 2 недели назад. Даже не 2 недели, а когда был-то? 22 марта, наверное, где-то я был здесь. Дней 10 назад. Ну, может, и 2 недели уж прошло. Пока приехал, смонтировал, съездил 5 дней там на рыбалке, было 4 дня. Да, уже около 2 недель прошло. Ни одной мышки не было слышно. Я привез пластмассовые хлопушки, сыр туда положил, Ага. все, они безотказно, хлоп, и все, хлопушки. Тишина была, ни одной мышки не было. Они эту съели, потом друг друга. Там вот 13 мышей было, 3 осталось, 10 сели. Они, наверное, потом от каннибализма Сой замучала, наверное, куда-нибудь. Дриснули. Интересно, это... А, это же была... Это... Норка там, я думал, если бы норка была, она бы мыши потаскала. Кстати, если получится, туда тоже съездим. Ну, Расставим себе там удочки. У меня палки-то стоят еще насаженные. Там, может, и языки еще болтаются за 2 недели, если не подохли. Подохли, так собаки сидят. Мог на лим попасться. Запросто. конечно. На лима, конечно, надежды мало, но может быть. Теоретически может. Так он и летом попадает. На продольник? Да. Дело в том, что он же так подвинулся и встал. Вот ты где спускаешься, там, куда штиль, смотришь, вот не было его тут, а раз вот сегодня есть. Все, ты можешь его не колоть, можешь, приедешь, через 8 дней он будет тут стоять. Но на 9-й день он уйдет отсюда. Да, 9 дней стоит на одном месте. Если бы ты только засек, вот есть такой камень, раз, ну, тесть рассказывал уже. Он говорит, я знаю, вот он уже от Шарляги до Троицка, вот эти места все. Я знаю, где стоит налим. Там, говорит, есть камень, там всегда. Вот я этого заколол, через 2-3 дня тут другой придет. И они именно становятся на это место. Потому что Благоприятно. там, да, или вода бьет так, или как. И обязательно тут стоит. И одинаково стоит. Как вот так камень огибает камень этот и стоит. Я, говорю, чмык. Я бил там. И один раз он семгу наколол перед Шарлягой. Днем. Ну, утречком рано. Не убежала? Так, куда убежала? Он одел эту веревку, ну, с деревяшкой, так, спускать на деревяшку. И говорит, ну, семга где-то килограмм 16 было. Обычно эти лодки же не уходят, нет? Нет, ну, он говорит, я спускаюсь, а она как бы на подъем стоит. Но стоит вот так. И я, у меня лодку проносит, я опустил уже острогу, и вот, и начал, знаешь, волнение такое. И говорит, думаю, бить, не бить, что-то мне начало ломаться от этого. Вода ломает. И я, говорит, ну, если не убью, так... И, говорит, я как-то шарахнул и попал. Попал, а эта веревка вот здесь. Она как, дернула меня, чуть меня с лодки не сдернула. И я говорю, короче, ладно, что слетела эта веревка. И вот я стою, а без мотора же на бабайках. И, говорит, смотрю, раз острога вышла,
торчит вот так. Я, блин, туда чих-чих-чих-чих. Только подплываю. Раз, острога ушла. Ну, блин, опять стою. Там, ну, вверх, блин. Я, говорит, все утро гонялся. Потом вышла, острога ложится. Я только подплываю, она раз и уже метров 5. Может быть, хорошо, что так. Если бы вытаскивать начал, могла бы уйти. Ну, он говорит, я хорошо попал. Хорошая острога, что не вышла обратно. Так у него там кованые такие, блин, зубья, что там ее не выдержишь. Только топором, да? Да. И он как... Потом говорит, я все ближе. Уже вот, ну, блин, поймать. Она раз и нырнула. Ну, блин, стою, а лодку-то сносит. Ну, уже там. Я рядом. Хорошо, что, ну, деревяшка. Стал туда, стал сюда, бабайки. Не надо разворачиваться. Короче, А бабайки там и там есть. ну, это же как не казанка, что Ну, надо понимаю. носом повернуть. Нет, бабайки перекинул и все, там и там, да, есть вроде бы. Да. Это Не же посередине же ведь, да? посередине. Нет, посередине? Да, включен посередине. Просто перепрыгнул на другую сторону и пошел. И говорит, подхожу, она уже вынырнет, нырнет. Громко. Алло? Я Рома, в избе? Да нет, уже минут 15 ужинаем, кушаем. Просто связь, наверное, плохая такая. Ну как, валится, и буранка даже валится где-то. Ну, Полностью никто не ездил, да. Да, никто не ездил, буран провалится. Раз 10 с дороги съезжали, по целяку прет, Иван Григорьевич говорит, я, говорит, как в туннеле еду, корыто по земле, говорит, херачит. По целяку тащит, тоже прет, считай, их 2 корыта, молодец. Почему? Ну да. Ураган вывалится, куда его вывалится? Там борта Да, уже. все привязано. Дальше бортов не вывалится. Не, ничего не привязывали, он так. Болтами, правда, от этого оглобли, болтами, там деревяшки от бортов погрызло. Я опять шипованные ботинки одел сейчас. Все корыто уже своими шипами поцарапал, блин. Ну, сапоги дырявые. Шипами все корыто уже поцарапал внутри. Надо фанеру что-то Ну, постелить. то упираешься. Что не холодно? Не, избушку затопили. Ну как, -1 мы ехали. Опарыши, я тебе сказал, положи опарышей. Забыла. Ну у меня черви есть зато. Иван Григорьевич говорит, купил, да, Есть, опарышей? да. Я червей накопал там 1000, наверное, если не больше. 3 майонезных ведра. Я 2 таких вот тюбика купил там, у Помоздина. Червей? А, Не, опарышей. опарышей, красных, белых. Потом тут сегодня пошел, думаю, Хлеба ты не положила вообще? Так ты говорила, старого хлеба много. ну, хорошо, я 2 булки взял и батон. Ну, хлеб закончится, домой поедем. Да хватит. За- Хватит, вон, 2 булки и батон еще, и полбулки еще должно быть старого хлеба. Это ладно, хлеб не взял. Иван Григорьевич ледобур не взял. Поехал. Ни ледобур, ни топор. Топор-то ладно есть, а ледобур не Ничего. взял. 130 бы как раз среднее было, 150-то большая. А? Нет, есть и сотка есть, и 150-ка есть. Потихоньку это раздолбаем. Там те лунки у нас, там сколько у меня, 9 продольников на палке есть. Потом
сколько там, штук 30 под вставные удочки было, они тоже уже готовы под пешней, только сверху раскопаем наст. И самое опасное это через ручей, вот через кедровку, сверху снизу уже открыто, перешеечек небольшой, только наст-то остался, мы пролететь-то пролетели. Если растает, провалится, унесет, мы можем на острове здесь остаться. Нет. Через Печору, если что, объедем, да и все. Конечно. Через Печору объедем как-нибудь там. Ну там тоже перекаты могут быть открыты. Посмотрим. Не, на Печоре не. Ты чё? Что на Печоре? На Печоре сейчас тоже вода, наверное. Может и палатку некуда будет поставить без досок. Вот подо льдом может, то есть Под снегом, да. Вот я говорю, снег-то еще не растаял. И палатку, может быть, некуда будет поставить без Да, досок. куда же ты воду поставишь? Воду поставишь, ну. Ладно, посмотрим, сейчас посидим, немножко отдохнем, наверное, да, это все равно часика 2 надо поспать, иначе тяжело завтра будет. Конечно. Нормально все, доехали. Ураган радует, он на лугах до земли проваливается, в тоннеле Григорьевич едет. Я говорю, вот так. Корыто неподъемное, мы начали цеплять. Алло, слышь хоть нет? Ага, с кем говорю? А в ответ тишина. Она на этот телефон звонила? Угу. Он что, выключился? Я говорю, рассказываю. А там все уже выключилось. Не то, что связь кончилась, а телефон выключился. Уже глючит. Это у мамы телефон, и как бы я хоть батарейку поменяю, хоть что, на память, да. Отдали мне его. Сначала у зятя был, потом мой начал плохо, зять принес и говорит, на, говорит, возьми. Я такой, с удовольствием. Я говорю, мамин телефон, это хоть на память, хоть работать не будет, все равно сохраню. 4 дня не дожила в командировке. Хоть проститься, похоронить отпустили, то хорошо. Да. Я вот тоже хоронил мать. Приехал, уже все, как говорится, в яму опустили. И братья ночь дежурят. Я позвонил с Москвы. Я еду. А ты где был? В армии? Нет, тут, на работе. Я собираюсь на работу 10 апреля. Ну, одеваю сапоги, и мне раз, и телеграмма. Приносят телеграмму. Телефонов-то не было тогда? Да. Что? Ну, я что делать? Как, что? Я раз к Ивану Кековине. Давай заводи УАЗика и поехали. Он у ПМК работал на УАЗике. А Ухту, да? Да, завел и к поезду, и я на поезде к Москве. С Москвы позвонил по такому, с автомата, там на постсовет, говорю, скажите, что я еду. И, 3 дня, положили, и братья дежурили на кладбище, не предавали земле. Я приехал, спустился, простился. Потом уже поп тут прочитал это все, прочитал. Больше 3 дней, да, было? Да, 4-й день я приехал. Там полдня, там полдня. Это хорошо еще сейчас бы еще и не доедешь, да? Сейчас вообще, пока на одной таможне будут тебя теребить, там мозги компенсировать, да. Сколько уже на родине-то не был? 6 лет. Как началось, так и все, да? Да. 6 лет. Сейчас-то у меня есть статус, я все прививки прошел, все у меня, как говорится, против ковида, все. Не донор ковида, да? У меня антител полно. Мою кровь, если у меня 2-я группа, я все время сдавал, в армии кровь сдавал, и приехал здесь, сдавал кровь. А потом не стали какой-то год брать. Вообще 70 не стали брать в 77 году. И у тебя кровь застоялась, да? Нет. А дело в том, что я пошел умываться, у меня в апреле брали, все. В этом месяце. Я пошел умываться как-то, утром. Вот так наклонился к умывальнику. Раз, мне так стало в голове горячо. И пошла кровь. Я стал тики, все равно. Лишнее. Привыкла уже, да? Да.
И все, и там течет и течет. А я еще с нас жил, а она говорит, у тебя вся кровь вытечет так. Я говорю, да пусть течет нафиг. Вот вытекло. Сколько должен был сдать, да? Остановилась. Я холодную воду раз, умылся, все, не течет, вытерся, не течет. Все, и глаза открылись, и голова стала не шуметь, и все. Лишняя уже привыкла, да, каждый Да, год так сдавать? я каждый год сдавал. И так, а сдавал, блин, это вот такая банка 750 граммовая. Я не знаю, сколько они там брали, но, блин, пол-литра-то точно. Сдам, они, посиди, Может, они жарили ее? а может. Я говорю, да я даже не чувствую. Я вот сдал, вот этот ковид, они каждое утро звонят. Ну что, как температура? Я говорю, понижена. У меня все время, всю жизнь понижена температура. У меня 35,4. Не 36,6, как у других. Так ты вот из-за этого хорошо и сохранился, что как 30 мамонт. Да, 35,4 температура. У меня никогда не было насморка. У меня, я, как говорится, говоришь, стучи по дереву. Я вообще, ну, слава богу, я ничем не болел в жизни. А я в желтухой болел, меня нельзя быть донором. Я в 8 лет мне было, эпидемия прошла, все дети заболели в интернате. Весь интернат переболел желтухой, и я не могу быть донором. Я хотел бы, конечно, студентам-то сдать, чтобы получить там талончик в столовую. Да, Да. давали. Мы даже, я в армии ездил, вот в Свердловске были, там, ну, короче, старшина приходит, так, у кого вторая группа крови? Я говорю, у меня. Там еще парни, там, ну, штук человек 6. Так, надо бы сдать кровь. Ребята где-то пострадали, там, ну, короче, вторая группа нужна. Ну, какой разговор? Все, нас на автобус и в город увезли. Короче, увезли в поликлинику, все взяли, потом дали талончик, говорит, о, в столовую, любую столовую зайдите. Заходим в столовую, даем талончик. Вот 200-граммовый стакан вина красного. И первый, второй компот. Мы хряпнули по стакану вина. Но когда все равно выкачали, я смотрю в окно, другие что-то боятся. Я смотрю, я говорю, а что такая черная кровь? Ну, черная, понимаешь, в банке просто. Я говорю, ну, она, да это красная кровь, просто она когда в куче, она черная. А так вот капни на белый, она будет розовая. Вот у меня розовая кровь. Я царапнулся вчера, вот тут царапнулся. Блин, не мог остановить. А как я сейчас руки побил все, вот по этому чепыжнику ты ехал, дорогу пробил в лесу-то. Ну да. Не, тресь, и то удар еще. Ну всё. да, в рукавицах У меня без топором рукавиц. там рубить не будешь. Да, без рукавиц еще был, тепло же было. И у меня не то, что вот кожа пострадала, а кости все болят. От ударов в об кость, вот это все, вот до сих пор вот у меня все кости болят. Столько километров прошел по лесу, это все, считай, по лесу. 5 литров бензина, вот представляешь, полить Ну. это по По чепыжнику это? Да. Ничего себе. Да там, если вот выехать до избы, Ну, я с избы не ну нашел можно такой. было чуть-чуть правее туда уехать, в лес. Ну, не нашел я. Потому что вот тут, вот так сразу поедешь, тут завалы, вот так деревья. Да. А вот чуть туда так проехать и там есть как типа просеки даже, она так светится, блин. Я на лыжах там тоже, я тут Я первый день пробовал, не нашел. Бардашкевич говорит, вот пошли здесь, я говорю, ну ты видишь, сколько тут завалов, пошли вон по тропе, потому что я когда шел с второго озера, вот сюда, и смотрю, там такая, как, ну типа просеки, визирки, но она заросшая. Я говорю, пошли туда. Нет, пошли сюда. Ну, я пошел за ним, потом говорю, а потом все равно мы вот так выходим, вправо, и вышли на этот просвет. И повернули влево, и вышли прямо на эту яму. Ну, вот такой просвет, и вышли прямо раз, и уже вот спустились, и вот тебе яма. А потом пошли через завалы там. А сейчас завала нет, там унесло его. Серьезно? На повороте нет завала. Фу, ничего себе, почистил.
А потом пошли ниже. Там как бы справа чуть-чуть как курейка. А вот тут такой небольшой плесик. Там все травой заросшее. Вот эта правая сторона травой. А так по пол речки буришь. И под этой травой вот хариус ловился. Я там, потому что мы оттуда лес возили, я там бегал на лыжах, хоть сколько. Лесовозная дорога была прямо до озера. Вот второе озеро объезжало, и вот так вот, и вот тут. И вот с дороги было до озера, до избушки тут, 100 метров, Это Тараканово там. И там эта дорога, она осталась туда. Тогда и построили эту избу, да? Конечно, Тараканов построил, потому что там рядышком валили, и мужики тынь-тынь-тынь, и все. Быстренько. Ну, давай мы заболтались уже. Ну, конечно, уже капуста стынет. Да. Дай Бог здоровья. Вот. Я там те-то места так-то ориентируюсь. Я там с любого места иду по 8 ветке, вот так срезал и выйду на яму. Так что, оставим пленки немного на завтра, да? Конечно. А то пленка закончится на фотоаппарате. Все, друзья, давайте до завтра. Мы немножко отдохнем. Время уже 11 часов. Так, 4 светает. 3 надо вставать. Часика 4 мы отдохнем. 3, может быть, с половиной. Да. Ну, Так как что получится. Завтра у нас Насыщенный день. насыщенный. Да, послезавтра будет уже попроще, полегче. Так что до завтра, до утра. Впереди нас ждет огромная рыбалка. Клев. Клевая рыбалочка. Говорят, ночью клюет. Ну, это Значит, проверим. 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 Прикормка взяла, и прикормку Григорий взял. Самые удочки поставим, огородики нарубим. Лишь бы воды было не так много. Если будет воды много, Да. палатку будет никак поставить. Конечно, что. А если воды не будет, мы поставим палаточку и, может быть, переночуем прямо на печоре. Да. И попробуем ночью его уговорить.